Власти Таджикистана перекладывают свои обязанности на бизнес. Таджикистан. Исламский проповедник приговорен к 12 годам колонии. Афганистан. 60 мирных жителей убиты беспилотником США. Более 100 проектов по строительству больниц и лечебниц реализуются в Таджикистане за счет финансовых средств предпринимателей. Об этом сообщает Авеста со ссылкой на профильные ведомства. В настоящее время усилиями предпринимателей строятся и ремонтируются 105 больниц и лечебниц, 257 центров здоровья и 467 медицинских пунктов. А в прошлом году за счет всех источников финансирования было построено и сдано в эксплуатацию 4 больницы на 264 койки и 74 медпункта на 994 посещений в смену. Часть из указанных объектов сферы здравоохранения построены за счет финансовых средств предпринимателей. Наблюдатели отмечают, что подобная тенденция с каждым годом растет, и это своего рода дань предпринимателей действующим властям. В противном случае им будут перекрыты все пути для продолжения предпринимательской деятельности. بودجه دولت و سالی سیوم چهارم از برنمیگرداند نه فایز نه مبلغ بودجه دولت بودجه دولت این بودجه کی است بودجه خلق. Так, например, президент Рахмон в очередной раз косвенно намекнул в своем ежегодном послании парламенту, заявив: در بین 2-3 سال با طریق حشر دستجمعانه در همه دیه‌های حتی خردترینمان 5,500 مسجد بنیاد کردیم. مبلغ نپرسیدیم. مسائل ساختمان نپرسیدیم. دست جمعانه بنیاد کردیم. این اساساً برای کی است؟ برای کلانسالان. اناکم مرحله رسیده است که ما غم فرزندان، نورسان، جوانان، نبیره و ابوایرگان خود آینده ملت را خوریم مکتب سازیم، مؤسسه‌های تندرستی بنیاد کنیم، شهر و دیهاتمون در 2 سال آینده باز. Напомним, что вот уже на протяжении нескольких лет школы, больницы и дороги строят не действующие власти, а местные предприниматели. اهمیتی اولین درجه دادن مدرکار در انشاءات‌های ساختمانی که نو بنیاد می‌شود با صنعت معماری. Аналитики отмечают, что ситуация выглядит крайне абсурдной, учитывая то, какие огромные средства тратятся на функционирование аппарата Рахмона, чего только стоит каждый его визит в тот или иной регион страны. Известный проповедник Мулло Садриддин приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в участии в исламском движении Джамоати Таблиг. Об этом пишет радио Азади со ссылкой на родственников подсудимого. 35-летний житель Куляба Садриддин Муллоев, которого ранее обвиняли в членстве в Джамоат Таблиг, в феврале этого года вернулся в Таджикистан, заручившись, по словам родных, обещаниями властей об амнистии. Однако 21 сентября Мулло Садриддина вызвали на беседу в Генеральную прокуратуру Таджикистана и задержали. Вскоре в отношении проповедника было сфабриковано уголовное дело по обвинению в экстремизме. Отец проповедника выразил свое разочарование приговором. В последнем слове мой сын напомнил, что власти уговаривали его вернуться на родину и обещали амнистировать. Он также напомнил, что воспитывает несовершеннолетних детей, но судья приговорил его к 12 годам колонии, сказал Хайриддин Муллоев. Напомним, что власти страны в 2015 году внесли поправки в Уголовный кодекс, которые позволяют применить акт амнистии к раскаявшимся обвиняемым в членстве в различных движениях, в том числе исламских. Однако некоторые, так называемые раскаявшиеся, были арестованы властями по приезду в страну, несмотря на гарантии безопасности и обещания амнистии.
В афганской провинции Герат более 60 мирных жителей погибли и были ранены в результате атаки с американского беспилотника, направленной против одного из военачальников талибов, пишет информационное агентство Фергана со ссылкой на Tolo News. گزارش‌هایی که ما داریم آمار تلفات بسیار زیاده مردم ملکی و هم Член провинциального совета Вакил Ахмад Каркхи сообщил, что, по его данным, убитых и раненых намного больше. По его словам, потери среди гражданского населения превысили потери талибов. Очевидцы рассказали о 50 погибших мирных жителях. Спецоперация состоялась в среду 8 января в местности Шиндант. Американские военные заявили, что атака была проведена по требованию афганских сил безопасности. Правительство Афганистана, как всегда, пообещало расследовать жертвы среди мирного населения. Иногда в таких операциях случаются ошибки. Расследование начато и установит, как такое произошло, сказал глава полиции Герата генерал Аминулла Амаркель. در بعضی عملیات‌ها و بعضی وقت بعضی تصادف‌ها و اشتباهات است اگر صورت گرفته باشی در حالت بررسی است. По словам губернатора Герата Абдул-Каюм Рахими, произошло недопонимание. Подобный же инцидент с массовым расстрелом мирных жителей с американского беспилотника произошел в сентябре 2019 года на востоке Афганистана, в провинции Нангархар, когда погибли по меньшей мере 30 и ранено около 40 фермеров и рабочих, отдыхавших после сбора кедровых орехов. Согласно статистике миссии ООН по содействию Афганистану, МООНСА, за первые 9 месяцев 2019 года в Афганистане погибли 2563 мирных жителя, 5676 афганцев получили ранения. Это рекордный показатель жертв среди мирного населения Афганистана. Напомним, в 2017 году США под предлогом борьбы с терроризмом сбросили на Афганистан так называемую «мать всех бомб» весом около 10 тонн. Тем самым Афганистан остается экспериментальным полигоном для иностранных военных, которые могут убивать, расстреливать мирных жителей и оставаться безнаказанными. اولادونو سره د وريرونو سره د تر د زمون سره ټول سره د دې خدمت کاوه د دې محله کې تر اوسه د خلک نشو د هم داسې د دې سره برکت